Президент Кабардино-Балкарии Валерий Коков. Мы собрались в этот майский день по зову памяти, велению времени, да и по воле истории. Печальный повод – 130-летие со дня завершения многолетней Кавказской войны, в результате которой под угрозой оказалось само физическое существование адыгов, заставляет нас вновь воскресить в памяти страницы, ставшие черными в истории нашего народа, да и всего человечества. Понять причины народной трагедии, исключить ее повторение – это и есть исправление исторических ошибок. Но история учит только тех, кто хочет учиться. Мы обязаны вновь и вновь обращаться к прошлому, ибо часто еще убеждаемся в ясной связи немалого числа сегодняшних явлений с далеким прошлым. Черкесские князья, полководцы и политические деятели сыграли немаловажную роль в судьбах самой России в самые сложные периоды ее истории. Они были надежной опорой царям-реформаторам Ивану Грозному и Петру Великому, порою даже подменяя их у руля огромного государства. Они внесли свою лепту в создание русской армии, в борьбу против разных внешних врагов России. Все это сейчас уместно сказать для того, чтобы мы помнили, черкесы не были для России ни чужим неведомым народом, ни пресловутым туземным населением, состоящим из одних хищных головорезов, каковыми нас изображали некоторые историки. До поры до времени наши отношения были, как говорится, цивилизованными. Черкесам было напрямую выгодно жить в мире и согласии со своим великим соседом, и Россия имела от этого немалые пользы. Но времена меняются. Царская Россия все более осознает, что без надежных позиций на юге и выхода к теплым морям у нее нет шансов соперничать с крупнейшими державами того времени. Однако для полной реализации своей долгосрочной программы правящая элита России приходит к выводу, что прежде необходимо полное покорение Кавказа. Персидский поход Петра I с очевидностью показал, что овладеть Кавказом не так просто. Необходимо было вначале завладеть центром Кавказа. Центральную же часть Кавказа занимала Кабарда, которая контролировала коммуникации, связывающие Восточный Кавказ с западными, а также кратчайшие пути из Северного Кавказа в Закавказье. В этих условиях Кабарда после очередной русско-турецкой войны в 1735-1739 годах была признана де юре мировым сообществом независимой. Признание независимости Кабарды противоречило, однако, имперским устремлениям как Турции, так и России. Несмотря на мужество и героизм, проявленные народами Кавказа в антиколониальной и национально-освободительной войне, ее исход был предрешен. Царские генералы осуществляли тактику выжженной земли, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей. Генерал-лейтенант Раевский писал: «Наши действия на Кавказе напоминают все действия первоначального завоевания Америки испанцами. Но я не вижу здесь ни подвигов геройства, ни успехов завоеваний Пицарро и Кортеса. Дай Бог, чтобы завоевание Кавказа не оставило в русской истории кровавого следа, подобного тому, какой оставили эти завоевания в истории испанской». К сожалению, политики в той России определяли не генерал Раевский, не Пушкин и Лермонтов, а люди, поставившие целью не только завоевание Кавказа всеми дозволенными и недозволенными методами, но и очищение значительной части этого края от самого населения. Именно в этом заключается главный трагический итог войны для адыгов. История не знает гуманных войн, но Кавказская война по масштабам потерь, продолжительности и жестокости все же занимает особое место. Но самое печальное это то, что царское самодержавие не удовлетворилось завоеванием Кавказа, а решилось на осуществление еще более преступного плана – изгнания сотен тысяч людей, в подавляющем большинстве черкесов, с родной земли. Этот акт вандализма поставил на грань полного физического уничтожения самый многочисленный по тем временам из народов Кавказа адыгов. С точки зрения политико-правовой оценки, деяния царизма против черкесского народа
можно квалифицировать только как акт геноцида, который в международно-правовой системе характеризуется как одно из тягчайших преступлений против мира и человечества. В нашем Отечестве, а также в черкесской диаспоре, немало людей ждало, чтобы Россия на официальном уровне признала эту темную страницу в истории взаимоотношений и с северокавказскими народами. Сегодняшняя демократическая Россия в лице президента Бориса Николаевича Ельцина обратилась к народам Кавказа в связи со 130-летием окончания Кавказской войны. В обращении президент выражает соболезнования и скорбь со всеми кавказцами и соотечественниками, живущими по всему миру. Нам нужно, чтобы на федеральном уровне и через соответствующие международные организации добиться на межгосударственном уровне понимания и решения вопроса репатриации наших соотечественников. Составной частью этой проблемы, на наш взгляд, является проблема двойного гражданства. Разобщенность адыгов слишком часто облегчала задачам его противникам. Поэтому, если мы хотим избавиться, наконец, от последствий страшного геноцида, если мы хотим добиться подлинного этнического и культурного возрождения, мы должны быть едины. 21 мая не только день национальной скорби по невинным жертвам кровавой войны, но и день, когда мы, оглядываясь на пройденный исторический путь, можем и должны заявить: никто не забыт и ничто не забыто. Жизнь продолжается, в ней есть достойное место и для адыгского народа.